В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Герои отчизны. Созданы все условия для проживания и несения службы. Рамзан Кадыров посетил торжественное открытие военного городка 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» в селении Серноводское. Расскажем, к чему приурочили, поделимся условиями, созданными для бойцов. День памяти и скорби. В республике в канун важной даты проходят многочисленные религиозные мероприятия в память о тех, кто пал во имя мира на родной земле. Быстрее всех. Я как первый раз прокатился, я подумал, это все, это прям мое. В Грозном прошел первый этап чемпионата России по картингу. Бойцы в зоне проведения СВО получают самое лучшее вооружение, отметил Рамзан Кадыров на торжественном открытии военного городка 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат». Приурочили событие к празднованию 78-й годовщины победы в Отечественной войне. Приехал в селение Серноводское и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Проект предусматривает казармы, общежития, столовые, парковые зоны для военной техники, спорткомплекс и многое другое. Репортаж Турпала Литайсумова. Огромная площадь, свыше 50 гектар, 4 казармы, 2 общежития для офицерского состава, спортивные объекты и участок отработки боевых условий. Это далеко не полный список того, что в себя включает новейший военный городок 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации. Открытие приурочено к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками пришел поздравить личный состав полка. Вместе с заместителем министра обороны страны Тимуром Ивановым они открыли мемориал, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи. После возложения цветов гости поприветствовали бойцов на плацу. Их около 3300 человек. После рапорта о готовности Рамзан Кадыров обратился к защитникам Родины. По его словам, победа над гитлеровской Германией далась благодаря бесстрашию солдат, а сегодняшнее поколение получает все самое лучшее для подавления врага в зоне специальной военной операции. В преддверии одной из важнейших дат для нашей страны, 78-й годовщины со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками, мы открываем новый военный городок. В годы Великой Отечественной войны тысячи чеченцев добровольно ушли на фронт. Лучшие сыновья нашего народа мужественно защищали Брестскую крепость, Москву, Сталинград и Кавказ. Сегодня вы, как и ваши предки, готовы выполнить историческую миссию на передовой, обеспечивать победу над нацизмом, защищать Родину. Я внимательно следил за ходом строительства этого объекта и посещал строительную площадку. Военнослужащие должны иметь отличные условия не только для службы, но и для отдыха, поддержания боевой формы и совершения молитвы. Только тогда могут бойцы выкладываться на максимум. На обширной территории военного городка созданы все условия для проживания и несения службы. Казармы и общежития, спортивный стадион и полоса препятствий, а также мечеть. В полке Ахмат-Север служат бойцы, у которых за плечами большой опыт участия в горячих точках, работы в других силовых структурах. Уверен, что вы с честью будете нести службу, успешно решать задачи любой сложности. Я хочу поблагодарить руководство Министерства обороны за то, что в такой короткий срок были созданы такие хорошие условия для наших военнослужащих. Поздравляю вас с предстоящим праздником Днем Победы. Ахмат Сила, Аллаху Акбар. В ходе церемонии награждения отличившиеся командиры и военнослужащие подразделений МВД и Росгвардии были награждены орденами и медалями различной степени за заслуги перед Отечеством и безупречное выполнение служебного долга. По случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне указом главы региона несколько бойцов отметили орденами Кадырова, а также званиями Герой Чеченской Республики. Кроме того, заместитель министра обороны Тимур Иванов также был отмечен наградой. Награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Иванов Тимур Вадимович, заместитель министра обороны Российской Федерации.
Военный городок построен Министерством обороны Российской Федерации при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. По словам замминистра обороны, благодаря чуткому контролю Рамзана Кадырова удалось создать лучшие условия для бойцов. Благодаря плодотворному сотрудничеству Министерства ведомств Чеченской Республики, координации со стороны Министерства обороны Российской Федерации, удалось возвести военный городок социально-бытовой инфраструктурой, отвечающей самым современным требованиям и условиям для проживания и прохождения воинской службы. Открытие такого военного городка, да и в целом строительство новых военных объектов Министерства обороны, безусловно, повышает работоспособность и обороноспособность страны и престиж российской армии. В ходе интервью представителям средств массовой информации журналистка из Франции Ан Нива задала вопрос, чего добивается Россия в специальной военной операции, на что Рамзан Кадыров дал логичный ответ о том, что Россия хочет мира со всеми, но когда Европа во главе с США начинают давить, необходимо отвечать. Надо у французов задать вопрос, чего они хотят от России. Мы граждане, которые хотим жить, в мире согласие со всеми народами. Нас сначала экономическая блокада, потом физическая. Запад, Европа все объединились вокруг Украины и хотят уничтожить Россию. Поэтому для одного государства не так быстро победить десятки государств, которые в лице Америки выступают против нашего государства. Поэтому победим однозначно, уничтожим сатанизм, экстремизм, как мы победили в Чечне этих шайтанов, так и победим и на Украине. Кроме того, политик напомнил, из какого ада республика восстала, где сегодня люди чувствуют себя спокойно и защищенно. Вы должны знать, в каком положении мы были, и как разрушена была республика, и что сделала Россия. Россия дала народу выбрать свою судьбу, как они хотят, с кем они хотят жить, и в дальнейшем его судьбу народ сам определил. И мы победили терроризм и восстановили республику, живем в мирной, дружной семье. Далее гости осмотрели базу изнутри. Условия, в которых солдаты будут пребывать во время службы, впечатлили. Теперь они будут более подготовленными, а значит добьются больших успехов на полях сражений. Современная тяжелая техника и полный боекомплект позволит бойцам чувствовать уверенность в своей силе и мощи. Однако главным их оружием против любого противника станет, пожалуй, братское единство. Турпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В доме главы прошли религиозные обряды, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Сотни последователей шейха Акунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, а также внуки первого президента Чеченской Республики во главе с муфтием региона Салхом Хаджи Межиевым прочитали мавлид и коллективный намаз. А после совершили обряд зикра, восславляя Творца и его посланника. После известные религиозные деятели встретились с Рамзаном Кадыровым. Они сделали дуа, прося Создателя благополучия, скорейшего возвращения с победой бойцов, участвующих в спецоперации, и прочитали мавлид. В канун важной даты 10 мая Дня памяти и скорби народов Чеченской Республики прошли религиозные мероприятия с участием Рамзана Кадырова. Нам довелось пройти огромные потрясения, пережить суровые испытания. На протяжении последних нескольких веков мы выживали, но несмотря ни на что, на потери, на разочарование, боль, предательство, мы сохранили свой культурный код в этом глобальном мире. А самое главное, восстали из пепла руин. Репортаж с Ахматюрта. День памяти и скорби народов Чеченской Республики – дата особенная. В это время в регионе вспоминают все трагические события, которых в истории было немало. Однако, благодаря истинным героям, многонациональный край возрождался и продолжал жить. Одним из них был и герой России Ахмат Хаджи Кадыров. В канун этой даты вице-премьер Адам Алханов пригласил Рамзана Кадырова вместе с муфтием Салхом Хаджи Межиевым и алимами для совершения религиозных обрядов. Министр внутренних дел Рустам Алханов преподнес главе субъекта шашку, датируемую второй половиной 19 века. Арабская надпись на шашке можно предположить, что владельцем шашки является известный чеченский наиб и соратник имама Шамиля Батуков Чатойский, 17 Иисус.
817-864. Это могут он. После они прочитали Мавлид уже под открытым небом, восславляя Творца и поминая его посланника, верующие сошлись в едином зикре. Завершилась встреча мольбой к Создателю с просьбой укрепить веру и принять благие дела. В совершении предзакатного намаза мюриды и шейха Кунда Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, в центре Хажинбеши, что в селении Ахматюрт, начали религиозные обряды. После они прочитали Мавлид и сделали зикр. Это дата напоминания тех, кто отдал своей жизни за мирное небо над головой и процветание республики. Мы потеряли десятки тысяч граждан во времена сталинских репрессий, в Отечественную войну и в период трагических событий, происходивших на стыке тысячелетий. Собравшиеся отмечали роль первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, подчеркивая, что он внес выдающийся вклад в возрождение региона. Ахмад Хаджи, دال غازوت قبل دوت سن توب ديبش سن يقنيس خلر بحنيسة سن توب ديب ديب تربل ليسة دين الليسة قونخ ليسة يحس وزدنقل ليسة بوسل بدين تسه يلش يخش مرزونس طولا تولا تهنا دنيا تسيس داقش التروريستي بين بوهير أحمد حاجي بيركتسة سنتوبن ونا وستشاء ويقوموا خز أرموخ ويتوبن خزبن دعوة أحمد حاجي نيق دالغادو قبل دول إنيق دعوش دي بيسي دوش قويوش دعوش ويبتشحو وريجنا أبشيسن فوند كوغل عيول ومكنا نايمان إزلوخش دول ساغنش مشكشان غيلشان دادوش داديق أتسلاروش أتسل دوق ساغنش خل أختارنا وين قالوا جودو هربوقي أحمد حاجي أحمد حاجي بركتي نيق. Также местные жители и религиозные деятели провели обряды жертвоприношения. Мясо крупнорогатого скота раздали нуждающимся. عمت على الراس بابا دويل تونات وديس وديتش وديسن دودو فوقاني زريون دلا اوغا كوير تودرالش وين مخكع توم سيسو ادم ايسي داخل نقطه يسو دلا راس بابا دويل عمل حديث ودعنا كان ويجري بيزيل وتالا وين دوش وسان بعمش اوغا حال وين مخدا وين قام اشتا اوكرانيا دين دو ايوش ويجري موسو موش من ضربه عاصر بعض دولت ايو زمان كحا سيغنسا طولمسا شيخ اسمه دال بروبال ويلسا دال دنيا دال دول. 10 мая ежегодно отдают дань памяти тем, кто лишился самого ценного – жизни в борьбе за главенство справедливости и закона на родной земле. Рамзан Абуев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская республика. Из зоны проведения специальной военной операции вернулся коллектив танцевального ансамбля «В войнах» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Солисты находились там с творческой миссией, проведя концерты в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. Встретили их бурными овациями. Первый заместитель министра культуры Марет Байсарова выразила слова признательности каждому. Благодаря им местные жители познакомились с чеченской культурой. Şpaçana vasıtalarına, Ayşaf'ına vasıtalarına, Ayşaf'çuğuna kudolsa xaso. Zertani millu hajm, kudeşli hajm, insan hal milrala halboş. Büyüçlük içsek vazar, kıytsak vazar, asar vazar, şu yok kolektif, din kolektif oyna. İnyak ve ardırdı boşlarız, kuruyor şu dal sidol, şu dal insan boş bol, şu bağır zoyol, şu baymoktan kalmam vaydadı, şu
Благодаря курсу первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджикадырова удалось победить бандитизм, который в годы лихолетия в субъекте разостался, отметил руководитель управления Росгвардии по региону Шарип Делимханов на религиозном обряде Сага, которые проводили в ведомстве, который он возглавляет. Подобные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики, прошли и на Жаюртовском муниципалитете. Об одном из средств, способствующих достижению довольства Творца, про Садака, расскажет Лейла Муртазова. Мясо жертвенных животных раздали жителям Ножаюртовского района. Очередная акция от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджикадырова приурочена ко Дню памяти и скорби народов региона. Это день, когда вспоминают жертв репрессий, погибших в ходе 2 военных кампаний, а также памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджикадырова. نازوت داخل عن دينا شلو وين تقوش سميلنا وين حلوة الوش تيجي الوش وين محدث شيء ده شيء ما قال ده وين مصو وين داخل عن وش ولا ونو داخل عن وش ولا مصو ده قالوش ده بينه ده ساعدو رايح بيجنيو دقو مسكنا أنت ساعة دقاتي В центральной мечети села Бино имени Арсенгирия собрались жители, богословы со всех районов и официальные лица региона. В этот день каждый хочет выразить скорбь по поводу гибели лучших сынов чеченского народа и восхваляют их легендарные подвиги, позволившие обрести мир без войны на чеченской земле. ака мусо ярчка ака мусо орес бил масмет дошса что يهدون على شيء بيجي أهم حاجة نقبل أهم حاجة دلغاز قبل دولتنا صو يهتل فندامت تاعها إيش بيسن بلاش تقبوش حوش وبيك داو دلغالش ولا С началом специальной военной операции, как мы знаем, в ней участвуют самые боеспособные спецподразделения региона. За каждого бойца также усердно молятся и раздают сага. أقوى أوكرانيا حتقلهن وجشتير إتحتهن أحيوكش بولجان مقش مارش طولم بيرقسي إشت أبيرز بيت الديلي دوخش ورحنش صلوتش وين عملش مال دقيق وش. Наш народ бережно хранит память о людях, которые ценой своей жизни сделали все возможное, чтобы мы не знали горестей. Национальный герой Ахмат Хаджи спас чеченцев от погибели своим мудрым решением и грамотной политикой. Его благородный путь продолжает Рамзан Кадыров, который привел регион к стабильности и безопасности. أدمشتن لاتن دعوة دال ديق الويد دال غاز وتقوبل دويرتون الأهم دعين سادق لق دز دوتان لشدينا هر ساعة دال قوبل دوير الأهم دعين تير تندوزن تير رمضان تير مسانا تير. Далее собравшиеся совершили религиозный обряд зикр, восхваляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прося милости высшей степени награды от Всевышнего для Ахмата Хаджи и мира для всего чеченского народа. В управлении Росгвардии по Чеченской Республике также прошла раздача мяса жертвенных животных 1000 семей погибших сотрудников, отдавших свои жизни при исполнении служебных обязанностей. Отметим, что подобные религиозные мероприятия в республике проходят ежегодно, ведь садака – одно из наиболее ценных деяний в исламе. Фонд не только всегда внимателен и щедр к нуждам нуждающимся, но и силовым структурам уделяется самое особое внимание. Лейла Муртазова, Резван Насипов, Сейдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. 17 апреля 1928 года начался первый прямой эфир в истории чеченского радио. В те годы оно играло в жизни людей такую же роль, как интернет в современном мире. С помощью него узнавали последние новости, с этой площадки выступали знаменитости. С тех самых пор и по сегодняшний день на территории региона не прекращается вещание. Преемник первой радиостанции в Войнах ныне уже на волне 103.6 FM.
Ежегодно 7 мая отмечается День радио в России. Истории его становления в республике и современные традиции радийцев в репортаже Медины Мударовой. Уже запомнившиеся и родные голоса, они знакомы всем жителям Чеченской Республики. Ежедневно ведущие 3 телерадиокомпаний доносят до слушателей самые свежие новости. Радио ГТРК о войнах уже 95 лет не прекращает свою работу. На волне 103,6 FM они вещают на 2 языках – чеченском и русском. Зарета Ларсанова ведет эфиры уже 5 лет. Признается, что здесь и нашла дело всей своей жизни. До прихода на радио я работала в республиканской газете «Даймок». Хочу отметить, что это единственная газета, которая выходит на родном языке. И когда я устроилась на радио, то работать именно с текстами на родном языке для меня не составляло труда. Но само радио это был, для меня совсем новый мир. Мне захотелось, чтобы меня не только читали, но и слышали. Для меня это была некая мечта, и которая впоследствии уже исполнилась. Радиовещание включает в себя 5 информационных блоков, 3 из которых на чеченском, а 2 на русском языке. В эфир выходят информационные и тематические программы. Малика Махмаева работает на радио 11 лет. Ведет передачи на родном языке, любит свою работу ровно так же, как и сам чеченский язык. Еще одна из популярных программ на Войнахе «Точка зрения», куда приглашаются чиновники, общественные деятели, ученые для обсуждения злободневных вопросов. Гость сегодня у нас в студии, начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по Чеченской Республике Ибрагим Мадаев. Ибрагим, Машевогл, Дедикхол. Благодаря оперативному вещанию и интересной подаче информации радио в войнах завоевало народную любовь и признание. Оно также не раз отмечалось различными наградами на региональном и федеральном уровнях. Сейчас это современное радио с новым техническим оснащением и оборудованием. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио Грозный на волне 105,4 FM. 105,4 FM. На этой волне 24 часа в сутки вещает радио ЧГТРК Грозный. Радио Грозный освещает направление на текущий год. Актуально это в первую очередь год чеченского языка, который был объявлен по указу главы республики. Активно освещаем другие направления, это здравоохранение, то есть те вопросы, те темы, которые важны для нашей республики, и очень хотелось бы услышать нашему слушателю. Помимо этого мы поднимаем им в первую очередь настроение, звучат исключительно чеченские композиции наших исполнителей. Благодаря их работе слушатели могут узнать самые оперативные новости, насладиться любимой музыкой, самим участвовать в прямых эфирах и послушать познавательные программы. Я веду передачу «Про дело». Это передача про разные профессии, и мы зовем представителей разных интересных профессий. Они рассказывают, в принципе, как я сейчас про свою, они рассказывают, чем они занимаются, чем особенна их работа, с чем они сталкиваются на работе. И это, в принципе, очень увлекательно, как для меня увлекательно, как для ведущего, и для слушателя тоже. Он знакомится с чем-то новым, наверняка выбирает для себя какую-то новую стезю. Ну а радиостанция «Путь» имени Ахмата Хаджикадырова начала свою работу 14 лет назад. Она духовно и интеллектуально взрастила целое поколение. Эта станция зародилась в самое непростое и необходимое для чеченского общества время. Впервые грозненская радиостанция вышла в эфир в далеком 1928 году на волне 380 метров. И с тех пор радио прочно вошло в нашу жизнь. На сегодняшний день телерадиокомпании Чеченской Республики вещают самую актуальную и полезную информацию. Ежедневно радиослушатели не только знакомятся с последними новостями, но и узнают новое об исламе, нашей культуре, обычаях и традициях. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Резван Насипов, Мовсар Хаджиев, Сайтсели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика.
Футбол – яркий вид спорта, где сила, упорство, жажда бегать и забивать мяч за командную и невероятно красивую игру добавляет ей зрелищности. Эффектные комбинации добавляют больше азарта в каждом матче. В селе Знаменское Натеречного муниципалитета прошел ежегодный открытый турнир по футболу среди взрослых команд. Посвящен он имени героя Советского Союза Мавлади Висаитова. Имена победителей в репортаже Бекхана Магомадова. Посмотреть и поболеть за любимые команды собрались зрители и гости турнира, среди которых чиновники, парламентарии и известные футбольные деятели региона. خوخ متعاطى ولوش شورت كيجي هويبو خز بيرفتكتن بيش ولوش خوش بيش ودون ده الموضوع كده اشتخز ودي عبوه بيش نيماني اشتغلنا عبوه داخل عبوه دي عبير كتير. В состязаниях приняли участие 6 команд. И с самых первых секунд стало ясно, что будет бескомпромиссная борьба. Каждый коллектив хотел выиграть в столь значимом турнире. На территории нашего спортивного комплекса проходит 27-й республиканский традиционный турнир по футболу в памяти легендарного участника Великой Отечественной войны, командира 255-го кавалерийского полка Мавлади Алироевича Висаитова. Сегодня заявлен на данный турнир 6 команд, которые привезли своих лучших, скажем, игроков. Соревнования проходят по олимпийской системе. Проигравшие покидают турнир. А если основного времени не хватает, то победитель определяется серией послематчевых пенальти. Таким образом, пройдя всю сетку турнира, в финал выходит команда Мекенюрт. Турнир yarına Allah reza khil daldi kan biqan boy khoy masuda mella chuna dalti ya biyat ki yol har sendo qima shway khila doq dozol dik doq qoyn alhamdulillah. Следующую пару финалистов составила команда гостей турнира из Республики Северная Осетия Алания Алга Кизляр. Огромное спасибо организаторам турнира за этот прекрасный праздник. Праздник получился очень хорошо, и хочу процитировать слова Ахмад Хаджи Кадырова: мы должны показывать свои способности не на полях сражений, а на спортивных аренах. Финал получился захватывающим и драматичным. Гости вышли вперед, и счет 1-0 сохранялся почти до конца матча. Но на последних минутах Мекенюрт сравнивает счет. А далее уверенно показывает себя в серии пенальти. Выигрывая финал со счетом 3-1. И с этим турнир имени Героя Советского Союза Мавлади Алироевича Висаитова. Адам Магомедов, Сайдали Ампукаев, Сайцелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел чемпионат России по картингу. Участие приняли 150 гонщиков из разных регионов страны. Кто оказался в финале и какой приз ожидал победителя, расскажет Амина Топилагова. От Владивостока до Калининграда более 150 пилотов со всей страны собрались в столице Чеченской Республики. Крепость Грозная традиционно встречает участников первого этапа чемпионата России по картингу. Тут также проводятся первенство России и Академия РАФ в зависимости от возрастной категории. В 2023 году чемпионат страны по данному виду спорта проходит в юбилейный 60-й раз. К приезду участников трасса картодрома протяженностью 1314 метров претерпела изменения. Все для того, чтобы мероприятие прошло на самом высшем уровне. Картодром очень удачно находится, очень удобно. Мы вот сейчас, видите, обновили его, там покрытие поменяли поребрики. То есть картодром сейчас привели в очень хороший вид, хорошее качество. И здесь должно развиваться спорт. Мы надеемся, что он будет развиваться еще сильнее, потому что такая трасса, которая принимает чемпионат России, это призыв ко всем жителям, чтобы здесь заняться этим спортом. Первыми на трассу выходят претенденты на победу в Академии РАФ, класс микро. Это самые молодые участники. Им всего от 6 до 9 лет, можно сказать, начало в гоночном спорте. На карту установлен одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения. При наблюдении за заездом сложно поверить, что за штурвалом дети. Кириллу Стороженко 8 лет, приехал из Москвы. Картинг настолько впечатлил мальчика, что теперь он стал частью его жизни. Мой папа повез моего брата на день рождения на картинг. И он покатался и рассказал, когда приехал домой, все рассказал мне.
И потом в следующий раз папа и мой брат поехал. Мы как бы все вместе поехали туда. И вот я как первый раз прокатился, я подумал, это все, это прям мое. Я буду этим заниматься. Тимофей Макайкин в ходе заезда показал отличный результат, сделав наибольшее число обгонов. В 8 лет у мальчика серьезные и далеко идущие планы на свое увлечение. Я очень сильно готовилась, я занималась спортом постоянно, там, смотрел гонки, на симуляторе играл. Нормальный результат, 15 на 7 для первого раза это хорошо. Да, я получаю удовольствие и в будущем хочу попасть в Формулу-1. Особую радость гостям соревнования доставляет и тот факт, что они проходят в Грозном. Для некоторых это еще и повод увидеть своих старых друзей. У меня здесь друзья хорошие есть. И всегда, вы знаете, очень тепло они меня встречают. Сама республика тоже. Все доброжелательные, улыбчивые люди, что очень приятно. Да. Сама организация вот этих всех мероприятий очень хорошая. Очень хорошая. Нам всем нравится. Всем. И с Москвы ребятам. Мы дружим и с питерцами. Всем очень нравится. По завершению всей соревновательной программы на церемонии подиума свои призы и награды получат по 5 участников в детских классах и по 3 во взрослых. Амина Тупилагова, Лёма Мандиев, Сайцеля Мампукаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.